Корейская культура активно проникает в наше общество, и сегодня нам Ринат Еминев расскажет о Корее. Мы сидим, разговариваем в узбекском кафе, будем разговаривать Ага. о Всех Корее. приветствую. Недавно в марте 14 прилетел из Южной Кореи. Как раз можно будет рассказать о Южной Корее, культуре, Там туризме. башкир знает? Вот мне приходилось объяснять иногда через Google переводчик, фотографии там и другие средства информации, чтобы им до них донести. Но они удивлялись, для них как бы Россия это единая нация, единая культура. Ну, они не знали то, что у нас более 170 народов проживает, у всех разная культура, язык, традиции. Ну, как бы понимали то, что приходилось им объяснять. Ну, они удивлялись, то, что есть такая национальность. Еще за пределы Республики Башкортостан много людей живет, за границей тоже. Ну, я единственный был башкир в Южной Корее, получается. И всем об этом говорил, объяснял. Даже таджики, узбеки удивлялись. Все думали то, что ну, их мало, они в России во всем проживают. И ты у нас Да, необычный башкир, ты у да, нас такой светленький. да, рассказывал о культуре, о традиции, о языке. О себе больше рассказывал, тоже как вопросы задавали. Ну, альхамду, всем как бы смог объяснить. Зато сейчас все, кто там работает, с кем я знаком, уже знают то, что хоть один раз в жизни с башкиром поработали, пообщались. Мгм, отлично. Вот, вот так. А скажи, вот почему ты решил переехать туда? А первое, наверное, желание попутешествовать было, то, что как бы надо развиваться, ездить, что-то новое узнавать. Ну и второе, это уровень доходов, уровень зарплаты, там, который минимально идет $10. Ну, бывает, все в зависимости от сферы услуг или сферы работы, где-то работать от 8 до $10 в час. Но сейчас доллар 80 рублей, ну 800-900 рублей в час можно зарабатывать. А не страшно было? Нет, первое время, когда ты уже билет купил, все подготовился, и начинает такой немного страх появляться, то, что ну, вот ты сейчас покидаешь родной дом, там, как бы как ты там, с кем будешь общаться, как тебя встретят. Но когда уже на самолет сел, уже как-то страх пропал, думаешь, ну я прилечу, проблем нет, развитая страна, ну, большая экономика, там, культура развитая, ну, не переживаешь уже, просто прилетаешь по факту, начинаешь все спрашивать, как доехать, как добраться. Они иногда, если не могут тебе объяснить что-то, они могут тебя за руку взять, показать, вот довести тебя, например, до терминала, где автобусы, и показать, вот этот автобус, Просто так, да? да, едет до туда. Все, понял? Я говорю, да, понял. Как А бы язык ты знаешь? язык, к сожалению, так, пару фраз, в основном это, ну, обиходный, который каждый день, ну, ты общаешься. А так язык там, ну, нужен, но если у тебя есть Google переводчик и есть знакомые, с кем ты работаешь, там, на русском говорящем, там, таджики, узбеки, там, казахи, то сильно он не нужен уже. Как бы то, что ты будешь им говорить, что ты хочешь, и они будут переводить, там, начальнику твоему корейцу. И как бы или корейец, и на языке жестов его никто не отменял, с тем можно понять, как бы, Ну, сложность. самое такое нужное, необходимое слово. Ну, это приветствие, у него все. Потом, ну, когда в магазине идешь, там спрашиваешь, а у моего, например, сколько это стоит, да, там, ну, еще что-нибудь, да, там, вот, нейль, там, это работа, ну, завтра, да, там, или это работа. В основном, как бы, такие повседневные нужны, но в основном языком жестов что-то так больше, легче объясняется. Или Google переводчик, он тебе дает телефон свой, ты там вводишь текст, какой ты хочешь объяснять. Ну, в основном я на постоянной работе на заводе работал. И там ну, язык не нужен уже был, потому что там уже были русскоговорящие киргизы, которые по контракту на 3 года приезжают в Южную Корею работать. И мы между собой общались, все понимали, знали, знаешь объем работы, что тебе надо. А как там работается? В зависимости от сферы, куда ты хочешь устроиться. Вот если ты официально по контракту, ну, из России официально по контракту невозможно устроиться, можно только как турист приехать на 2 месяца и остаться. Либо заводы, Остаться насколько? ну, все от тебя зависит, можешь на больше 2 месяцев, можешь на год, можешь на 2, как сам желаешь, тебя как бы никто не выгоняет и не ловит, все заранее знаешь. На заводах, там разные есть заводы, есть пластиковые, есть алюминиевые, там есть там другие продукты, которые изготавливают. Но на них сложно устроиться, так как у них уже иностранная рабочая сила по контракту, это получается киргизы, узбеки и там другие малазийцы, там пакистанцы, там и другие азиатские страны уже официально устраиваются. Но в основном, если офис работы, там Санушель его называют офис работы, то приходишь с 6 где-то до 8 сидишь, ждешь,
тебя могут либо на поле забрать, там хаос, это получается парники, Мгм. поля там разные, там картошка, морковка, там огурцы, помидоры, там что. Физическая работа, да, в Да, основном? физическая, да. И либо стройка, там помочь, принести, там быть подсобным рабочим. Ну, кормят, вот тебя главное, вот у них принято тебя увезти, ну, с своего дома, можно сказать, офиса, да, где сидишь, и обратно привезти. Либо на проезд дадут. Они тебя, ну, не оставят так, что как хочешь, так добирайся, у них такого понятия нет. Мгм. А вот про еду мы заговорили. Какая там кухня? Нравится, не нравится? Кухня острая, но для чего она острая? Ну, это для того, чтобы не было микробов. Там бывает жаркий климат, пока ты на кухне готовишь, у тебя может салат заветриться, еще чтобы микробы, чтобы не появлялись. Мгм. Острая кухня, там много специй разных. Но первое время ты как бы его кушаешь, там, например, рис берешь, там чуть-чуть, там пару салатов и воду, чтобы, ну, если где-то в горле чуть-чуть ну, порожгет, воду холодно выпил и прошло. Мгм. Ну, привыкаешь. А наедаешься? Ну, относительно, потому что если темп работы высокий на полях, там приходится чуть побольше покушать, потому что энергии очень много тратится. Там, во-первых, жарко, во-вторых, работа очень сложная, физическая, нагрузки большие. Ну, можно, да, там, если ты хлеб возьмешь с собой, там, ну, чтобы, или начальнику саджана скажешь, вот, мы не хотим, например, корейскую кухню, давай узбекскую кухню. Номер телефона даешь, вот заказываешь там казан, кабоб, там еще какие-то блюда, плов, там еще что, он закажет, привезут тебе. То есть можно смело Да, выбирать и... да, ну, нас заранее предупреждают, то, что мы вот не можем корейскую, она ну, не наедаемся там, или острое не можем кушать. Некоторые соглашаются, но не все. А какие мифы существуют про Корею и какие ты можешь развеять? А Корея, ну, все они как бы не едят собак. Нет такого понятия, то, что они каждый день кушают собак. У них 4 фермы, я вот сколько знаю, 4 фермы. Ну, по 100, может, по 200 там собак держится. Но эта собака для них, ну, деликатес такой, ну, прям в раз в год они, вот, у них бывает жаркий климат в августе с 20 по 25, очень высокие температуры, 35-36 градусов, может чуть больше, чуть меньше. И в этот климат, вот такая ситуация, что жарко, принято у них как по традиции собачий суп делать. Но это очень редко. Ну, в основном молодое поколение это не принимает, они в основном держат собак для выгула, там, как игрушку, можно сказать, как домашнего питомца и все. Мгм. Уже уходит даже, можно сказать, да? Да, да, но старшее поколение еще как-то иногда употребляет, но не в таком объеме, как у нас это вот распространено. Ну и главный миф, то, что корейская морковка это не является блюдом из Южной Кореи, это больше из Северной, но северные корейцы, когда переезжали в Советский Союз, получается в СНГ, Узбекистан, Казахстан, Мгм. там как бы начали из-за того, что большой объем моркови всегда выращивается в Советском Союзе, и начали новые блюда какие-то делать. И вот южнокорейцам показываешь, они не понимают, что это вообще ты им показываешь. И они говорят, это куросарам, это, можно сказать, северокорейцы или советские корейцы, которые в Советском Союзе родились, жили. Вот такой ресторан называют. А как там дороги? У дороги есть бесплатные, это, как сказать, есть платные хайпас, получается, платные. Они Мгм. все ну, очень качественно сделаны. У них там есть, как бы сказать, отгорожено, там, получается, каждая полоса разделена, и движение, ну, очень высокое, интенсивно, 120-140 км. Аварий нету в Корее. Очень-очень редко, когда будут аварии. Потому что для них соблюдение ПДД это очень, ну, такой, как сказать, не то, что обязательно они все соблюдают. Перед каждым перекрестком они останавливаются, смотрят направо, налево. Они уступают дорогу. Пешеходов у них как бы вроде и нету в законодательстве пропустить, Мгм. но они все равно пропускают аварии. Я два раза видел. Летом где-то, может, в июне, когда там ну, была такая небольшая, маленькая авария. И вот где-то в ноябре видел. И то они как делают? Пару фотографий, номерами телефона обменялись, страховые компаниями листы, потом документы обменялись и разъехались. Мусор убрали после. Они всегда мусор убирают. Не оставляют там разбитые части элементов автомобиля. И вот все машины в основном новые, 5 лет, 10 лет. И у них нету мусора вдоль дорог. Они вот, получается, рычаг передач, ну, переключение передач в пакет вешают, весь мусор туда ложат. Потом доезжает до мусорки, пластик отдельно, железо, металл отдельно, органику отдельно складывают. В Корее почти вторая или третья страна по объему переработки мусора. 90% мусора перерабатывают.
Мгм. Скажи, когда мы до съемки еще встречались, ты рассказывал, что они любят общаться, несмотря на то, что у них там все развито, да, Да, технологии. они, да, это очень высокотехнологичная страна, но круг общения вот бывает, когда мы сидели там с начальниками там разными, да, корейцами, они постоянно через Google переводчик постоянно интересовались какой-то страны, какая у тебя культура, для чего ты приехал. Вот они очень для них это изучение там разных людей как-то более интересно им. Круг общения, они постоянно вопросы разные задают, там, интересуются. Молодое поколение, да, она сейчас в телефонах много сидит, но все равно как-то они изучают, кто к ним приехал, какой культуры, какая у них традиции. Интересно иногда общаться. Вот, А что им понравилось в башкирской культуре? ну, в башкирской культуре, наверное, то, что, как бы, ну, во-первых, я, ну, как бы соблюдал религию ислам, и это, как бы, честность, вот, как ни крути, в любой стране мира, да, и любой человек знает то, что честность, праведность, и человек отвечает за свои поступки, слова, это всегда выше стоит, чем простой человек. Когда ты говоришь и делаешь, да, или не обманываешь, или честно говоришь, вот я такой-то объем работы сделал, ты мне должен столько-то, столько-то, не больше, не меньше, да, или там, если, например, начальник бывал несколько раз оставлял телефон, деньги, ты просто подходишь и отдаешь. И нет такого, то, что вот, как сказать, обмануть, кинуть, у них такого понятия нету. Но есть корейцы, те, кто держит офис работы, где ты приезжаешь на работу, Мгм. они могут обмануть и как-то тебя кинуть, да, таким словами. Но почему? Потому что они сами уже у нас же научились. Потому что мы с ними нечестно Мгм. работали, и они с нами начинают такими же манерами работать. Как говорится, к чему научишь, то и получишь, как бы. Вот. А так, честность, порядочность везде подкупает людей. Мгм. Вот ты тоже говорил, что вот на принятие каких-то законов может повлиять поступок или проступок одного человека, да? Да, вот, к сожалению, вот, ну, у нас вот сознание у многих людей, кто приезжает в иностранное государство, они не понимают то, что в каждой стране разные законы, разные традиции, культуры, и надо изучить их перед тем, как въехать. Мгм. Потому что если ты не изучил ни культуру, ни законы, ни что, можешь что-то сделать, которое противоречит либо культуре, либо закону, и на тебя будут смотреть, скажут, как ты это мог сделать. Да? Вот у нас, к сожалению, один гражданин Казахстана сбил ребенка и скрылся. И из-за этого нам, вот, как иностранным гражданам, применили закон с октября 16, то, что выехать нельзя будет. В том случае, если ты не пойдешь в полицию, да, или миграционную службу, не подашь заявление, они в течение 2 недель проверяют тебя на совершение преступлений, потом дают разрешение на выезд. Но почему такие законы, вот многие удивляются у нас, мы сами виноваты, мы должны соблюдать и традицию, и культуру, и народ, куда мы едем, или хотя бы изучить, чтобы не нарушать первый же день, когда ты там находишься. Потому что там очень строгие законы, и каждую мелочь они очень как бы прописывают в законах. Даже вот, например, жвачку жуют, у них не выплюют, вместе есть мусорки туда, вот даже вот как бы вроде простая мелочь, жевательная, да, резинка ты не имеешь права, потому что там тротуар потом очищать сложно. Это резинка, ну, жевательная резинка очень сложно ощущать. Также, если они курят, они в одном определенном месте все в мусор собирают, разделяют по фракциям разным. Очень чистые дороги, тротуары все чисто сделаны таким уклоном, то что когда после дождя или дождь Мгм. идет, вода быстро сходит с дорог там, или с тротуаров. В жаркие дни у них есть в середине дороги вот такие как маленькие квадраты, оттуда холодная вода поливает. Или А скажи, только закон их останавливает, да, все это соблюдать, или у них моральная этика, культура такая? я вот как знаю по себе, сколько изучал, ну, для них закон уже никак на них не влияет, это уже более мировоззрение, сознание, культура у людей. Они уже, Осознанность. да, Мгм. уже осознанно знают, что надо так делать. Они по-другому не мыслят, чтобы как-то схитрить, как-то, да, уловку сделать какую-то, чтобы выгодно мне было. У них такого как-то сознания я не замечал. Ну, потому что если тебя с детства воспитывают, да, соблюдение законов, традиций, культуры, ты уже по-другому не можешь просто сделать. Конечно, если пока ты не покинул страну, в другой стране не пожил и научился этому. Плохому не научился? Да. А так нет. Очень вежливые они, ну, как бы, когда гуляешь по улице, да, вот когда у них много баров, да, вот, ну, они как бы пьют, назвать ее самой пьющей страной тоже как бы неправильно, то что они пьют не то что в меру, они просто Мгм. чуть расслабятся, такси заранее вызывают, машина приезжает, там по номеру телефона определяет, увозят. Если они по улице пьяно идут, они спокойно не кричат, не орут, там, не нарушают какие-то там, да, нормы социальные на улице поведения. Мгм. Как-то спокойно идешь по улице, видишь вроде пьяный, и нет какого-то отторжения на него, он просто идет спокойно.
как-то более, можно сказать, конечно, правильно алкогольное употребление тоже назвать неправильно, но как-то у них все красиво сделано, более удобно для людей. Ну, как они одеваются? Девушка, Одевается, например. мужчины очень любят, ну, как бы брюки, рубашку, да, джинсы, ну или спортивно, да, а вот девушки, у них все широкое такое, да, либо черное с чем-то смешанное, широкое, то что ну, не видно, да, никакого части тела, декольте у них не принято открывать, прям, ну, даже в банк заходишь, вроде у них есть дресс-код, но этот Мгм. дресс-код все равно сделан под корейский манер, то что все скрывает, все как бы ну, не заинтересует тебя никакая девушка, да, потому что Корея первая страна мира, где самое-самое минимальное количество там, ну, нападений на женщин, да, и вот из-за этого то, что образ жизни, образ, как одеваются они, это более это не привлекает твой взгляд, не обращаешь внимания на это даже. А как образование у них? Образование у них это в детском саду, вот я много раз замечал, или даже в школу, как проходишь мимо школы, там есть грядки, ну, и вот учитель им показывает, как, ну, там, что садить, что убирать. Мгм. Они, например, после занятия, да, они в своем классе весь мусор убирают, там, плюс на дополнительные уроки остаются. У них культ обучения, они постоянно двигаются, обучаются, изучают. И из-за этого у них, как бы, ну, многие, как бы, эта страна, кажется, Южная Корея, в десятку, да, развитых входит по уровню зарплаты, ну, уровню жизни. Но этот уровень жизни влияет и тоже на как, самочувствие граждан. Корея является первым тоже страной по самоубийству на работе. То, что М. ну, такой стресс, то, что тебя постоянно подгоняет под какие-то рамки, постоянно ты должен как-то вот этим рамкам соответствовать. Если ты не соответствуешь, ты уже как-то социально ниже, да, стоишь, вот, и это их ломает. У них даже в Сеуле есть мост, был, там каждый день вот люди, ну, ну, как бы суицид делали, потом его загородили. Но это то, что когда кого-то постоянно хотят под какие-то рамки поставить, иногда можно сломать человека морально. И вот тоже и есть и плюс, и минус. Тоже надо на человека смотреть, хочет он обучаться, ему это надо, не надо. А, к сожалению, Они навязывают, да? да, Мгм. родители им навязывают то, что вот в такой-то возраст это, и может, ну, человек морально сломаться. А чему ты научился вот у них? Это первое, конечно, уважение старшим. У них, например, если ну, пожилой человек с тобой, ну, едет на машине, да, и ты в кафе заходишь, он первый входит в здание, первый это меню ему подают, первый он садится, Мгм. первый он начинает кушать, да, и что не обманывать, да, честность, порядочность, вот это, то, что подкупать каждый день, ты знаешь, то, что ты даже ну, заходишь в этот ну, супермаркет, знаешь, что просто деньги отдаешь, она посчитает, вроде ты гражданин, ты в первый день тебе тяжело считать, вот, ну, то ли ты с русских рублей перешел на южнокорейские воны, вроде все сложно в уме, они Мгм. все посчитают, потом ты калькулятор засовываешь, что до копейки тебе дали. Ну, у них нет такого, чтобы тебя обмануть. У них достаток очень высокий, и как бы вот это несколько копеек, то, что ты получишь, нет смысла. А какая у них религия? Религии есть две, вот, либо буддизм, и, ну, и католичество, да, католицизм, и атеизм. Атеистов я мало встречал, но католиков очень много. Там церквей огромное количество, большие, там, то детей водят, там, ну, пожилые люди ходят по воскресеньям, ну, много очень народу. У них и ну, праздники, которые религия, католицизм, ну, очень часто празднуют там. У них еще в честь праздников, я сколько раз, ну, праздник есть, у них там часок, вот они в честь него там то что-то дарят, футболки, рубашки там, потом праздник, если не ошибаюсь, название точно не могу сказать, еще исправить, Сон Маль вроде так называется, тоже дарили там подарки нам, хотя мы иностранные граждане, иностранная рабочая сила, нам директор все равно что-то дарил. Ты вот часто говоришь, когда мы сидели с начальником, так можно легко посидеть, пообщаться с начальником, с Да, руководством. да, там нет такого разъединения, где начальник, где, может сказать, заместитель начальника, там и рабочий класс. У них такого нет. У них, например, на кухне мы каждый обед садимся, все сидим. Он сидит, он может даже тебе ложку принести, помыть, если не хватает, рис доложить, рыбу доложить. У них такого разъединения нет. Они ну, как, к всем одинаково относятся. Вот я много раз сталкивался, что у меня, например, что-то доложит, он что-то положит, что-то принесет, что-то унесет. Ну, спокойно там через, ну, то, что там киргизы есть, русский язык знает, общаемся, переводим, шутим друг, ну, друг над другом, можно сказать. Но у них шутки уместные, такие более простые, чтобы не унизить, а не оскорбить, вот как-то такие более поверхностные.
чтобы тебе какого-то дискомфорта не было. И вот привыкаешь к тому, что с тобой каждый день начальник, если что-то тебе не нравится, ему говоришь, он из чего принимает, или говорит, я не могу это сделать. Постоянно открыто к диалогу все. Вот мы много, вот, когда на заводе работали, много вносили изменения, предлагали там начальнику, да. Просто любой человек это может сделать. Да, подходим, вот, говорим, вот так, давайте вот в августе будет сильно жарко, надо на час раньше выходить на работу, на час позже выходить, да. Даже Все так? хорошо, да, все, ладно, давайте. Или, например, насчет намаза. Мы говорили, то, что у нас, например, обеденный намаз надо прочитать, успеть, или аср намаз. Все хорошо, у него нет такого понятия, нет, ты работник, ты должен работать, нет. Они спокойно на 10-20 минут тебя отпустят. Вот я на джума намаза, альхамдулилля, ни одной не пропустил в Корее. Спокойно с начальником поговорил корейцам. Конечно, для них это непонятно было, почему я так яростно религию, да, соблюдаю. Ну, но он не мог что-то мне противовес сказать, вот нет, не соблюдай. Они, вот, ты им сказал, объяснил хорошо, доходчиво, все, они поняли, и по-другому они не мыслят. А там есть мечети, да? Там больше мечети есть, одна или две, именно как сама сооружение, как мечеть, а больше как молельные комнаты или исламские центры. Но их везде, в каждом городе есть. А на джума вы куда ходили? Вот, ну, можно сказать, комната молельная, ну, зал, именно там целый этаж арендуют, там все по-исламу, там минарет, минбар есть, все, книги, Коран, религию спокойно соблюдаешь. А есть имам, который проповеди читает? Да, каждый в мечети там назначен имам. Он, если шел какой-то Роза Байрам, Курбан Байрам, в мечети невозможно разместить молельную комнату. Мы спортзалы арендовали, бывали стадионы, не арендовали, а в уведомительном порядке имам предупреждал мэрию, то, что вот мне надо такая-то площадь, и нам предоставляли. А из Кореи что ты привез, помимо теплых классных У впечатлений? меня больше, наверное, воспоминаний, а так не старался что-то брать, потому что не вижу смысла сувениры брать. Ну, больше воспоминаний. Как-то насчет сувениров я даже и не думал что-то брать. Как-то так не до этого было. Надо было уезжать, потому что ситуация так сложилась, то, что вот все, наверное, знаете о новом этом вирусе. Да, Вот. кстати, как относится там коронавирус? У них ажиотаж такой же? Нет, ажиотажа как такого нету, но технология, да, или процесс работы, да, медиков, да, медицина другой, чем здесь. Там постоянно каждый час в магазине это дезинфекция идет по улицам, там техника ездит, предупреждает, аварийное оповещение идет, там маски выдают на рабочих местах, бывает, приезжаешь, тебе сразу маску дают, антисептик везде лежит, камеры, посты, вот это как бы измерение температур. Более все серьезно, чем у нас. Хотя у них, когда это начиналось, они уже сразу серьезно к всему отнеслись, чтобы не допустить распространения. А как вообще они к смерти относятся? К смерти я вот, конечно, не спрашивал, но как обычно, как бы человек умер, всему в свое время, так, наверное, я думаю, потому что насчет этого я с ними не разговаривал. Ну, кладбищ как таковых больших не видел. Наверное, как и в других странах, наверное, кремируют, а может и захоранивают. Просто кладбищ как таковых больших, как у нас в Челябинске или в России, больших не видел. Маленькие есть, там по 2-3 могилы и все. Больше не видел. Ну и самая дорогая по оплате это уборка кладбищ. Там, траву убрать, мусор убрать. Там можно за 2-3 часа нормально, хорошие деньги сделать. 100-120 долларов. А как они отдыхают? И отдыхают ли вообще? Они каждый день отдыхают. Они, в основном каждый день. Не все, конечно, но есть группа. Они в барах, у них караоке-баров очень много. Чуть ли не в каждом отеле, в подвале караоке-бар. Они сидят, свой национальный как бы напиток, соджу. Это рисовое пиво, что-то такое, не помню точно, как он переводится, его пьют там. Но они цивильно, более правильно употребляют, не орут, не кричат, не дерутся. Потому что у них очень строгие законодательства насчет драк вот таких. Потому что можно очень огромный штраф или даже в тюрьму сесть. Почему ты скучал в Корее? Я больше скучал, наверное, по кухне, можно сказать, домашней. То, что такие блюда, как домашние, там, не везде можно. И приходилось в кафе приходить, узбекцев и просить, вот сделайте борщ, там, например, манты, там, или, например, там, бешбармак, там, пирожки с картошкой, что-то такое домашнее, что блинчики, там. Они, конечно, удивлялись, но то, что когда их хорошо попросишь, там, повара там один есть у нас в Хамане, вот он делал все, мне очень нравилось. Как бы скучаешь, но потихоньку привыкаешь, то, что
уже ты в другой стране, другая культура, Мгм. другой народ. Ну, нормально, все понравилось. Если как турист ехать, да, можно спокойно там попутешествовать. Там много очень памятников, история такая у них большая, огромная. Если кто есть желание, может уезжать. О чем мечтают корейцы? Может, у них там какая-то национальная идея или... Ну, национальная идея я вот не слышал, но как знаю, все стремятся, ну, получить там хорошее образование первое. Ну, устроиться на хорошую высокооплачиваемую работу, которая ценится, которая хорошо оплачивается. Ну и создание семьи. Ну, вот у них как-то все это поэтапно, как вот, не то что расписано, как-то преднамеренно они уже стараются это все это делать. Ну, до 30 лет они в основном, ну, живут с родителями. Потому что жилье в основном дорогое, и не все родители, ну, молодые пары могут это позволить сразу купить жилье. Но у них ипотеки очень, ну, процентная ставка небольшая, 2,5%, кредит 3,6%. И если захотеть вдвоем, если будете работать, можно за несколько лет купить квартиру себе. Уровень доходов, потому что большой очень. Вот, и все можешь. И они отдыхают, вот, у них там 2 моря есть. Вот они ездят в Пустан, там другие города отдыхают. Ну или за рубеж куда-нибудь. А в Россию они хотят? Они в основном приезжают в Россию, это Владивосток, то, что рядом граничит. Там они все сувениры российские скупают, кафе там фотографируются. Ну или в Москву. Ну, в Москве тоже ездят, приезжают, интересуются. Но они много чему удивляются, когда в Россию приезжают тоже. Потому что что-то для них новое изучают. Но они это, как такие люди, у них как бы культура, что-то все постоянно изучать, что-то интересоваться, что-то читать. Ну, все интересуются, как бы ищут новые. Что тебе дала поездка в Корею? Это твоя первая поездка? Да, в вот я Корею? первый раз за рубеж выезжал. Первое это новые знакомства, вот столько людьми познакомился, что как бы, очень надолго связь будем дальше поддерживать. Общение с людьми, изучение культуры, традиций, то, что вот такие-то люди, да, корейцы, там, поработал чуть-чуть, там, изучил, какая работа, что, как. Ну, как бы, и так, то, что побыл за границей, немного сказать. Ну, вот. Понравилось то, что мировоззрение немного меняется. Уже на некоторые вещи по-другому смотришь. Уже как-то это более по-простому, уже не сильно так зацикливаешься на какой-то вещи там или проблеме. Какие у тебя планы? Ну, у меня планы сейчас пока закончить курс английского языка первое, чтобы потом получать сертификат. Ты здесь получаешь, да, пока обучаешься? Да, вот сейчас пока жду, пока границу откроют с 1 апреля и начну делать. И если нет, то чуть-чуть задержусь здесь на пару месяцев, может. Но постараюсь дальше куда-нибудь поехать в другие страны, путешествовать. Потому что когда путешествуешь, новые знакомства, общение, изучение тебя меняет изнутри полностью. Ты уже не можешь, вот как ты раньше жил, да, или как ты раньше поступал, уже тяжело так делать. Иногда смотришь и думаешь, что вот, ну, раньше мог спокойно там что-то сделать, а уже как-то то, что привык загодь в Южной Корее, уже не можешь так. Привычно то, что как бы, меняешься полностью. И как бы удивляешься то, что когда кто-то как-то делает, ну, какой-то дискомфорт тебе причиняет, ты удивляешься, вот как так, почему он сделал это. В Южной Корее, чтобы кому-то дискомфорт причинить, ну, это прям такое сложное дело. Они пытаются как-то все, как сказать, уважительно относиться, более разделенные, то, что если ты в автобус садишься, все как-то Мгм. разделяется, чтобы никого не толкнуть, там, ну, не было толкучки, как-то все более равномерно. И водители у них тоже удивительно. Вот первый как садишься, Мгм. выходишь из аэропорта, замечаешь, что все водители по расписанию ходят в рубашках, в брюках, все вежливо. А сразу подкупают. Первый же, как сходишь с самолета, можно сказать, другой сервис обслуживания, просто другой вообще. Все для людей. Ну и отношения, культура, как сказать, обслуживание. Мгм. Ну, нравится, приятно, удивляешься иногда. Там за какие-то, может, 500 рублей тебя так хорошо обслуживать, то что будешь уже постоянно к нему ходить. А тебя мы знаем как общественного деятеля. Ты являешься активистом Мгм. мечети имени Хариса Юсупова. Мгм. Что корейского ты будешь внедрять, может, в общественную деятельность? Ну, первое, сейчас мы начали где-то год назад, чуть больше, Мгм. группу ВКонтакте ведем, там лекции проводим, ну, оповещение граждан, ну, Приглашаете, да, да? да, на разные мероприятия, семинары, ну, там, может сказать, семинары, маджлисы. Сейчас вот, наверное, иншалла, если получится, YouTube канал заведем, чтобы
кто-то, если, ну, нет на работе, там, или болеет, там, еще что, мог прослушать, ну, вагаз какой-то, или какой-то Мгм. урок, там, еще что. Открыто именно вот, надо социальными сетями начинать потихонечку, постепенно работать, чтобы, ну, больше рассказывать о работе мечети, что она не закрыта, она всегда работает, там проходит обучение, там, женских детей, там, мужчин Не обучают. обязательно быть соблюдающим, да, чтобы прийти туда. Да, можно первые дни это прийти просто как начинающий мусульманин, да, или мусульманка начать, ну, как сказать, изучать постепенно там, как бы, получение знаний, да, там какие-то основы получить. Или То есть просто, скорее также так легко, с любовью, да, обучают своей религии. у них церковь в воскресенье всегда открыта, то много детей приходят. Иногда дети просто приходят, чтобы кофе и чокопай попить, поесть. Просто чисто вот так. Вот они открыты всегда, и в церковь приходишь, там всегда есть какой-то сотрудник, который постоянно можно вопросами, да. И у нас тоже есть много сотрудников, ну, хазратов, которые работают. Приходите, вопросы задавайте, звоните. Мы сейчас тоже потихоньку либо YouTube канал заведем, либо Instagram страницу, чтобы больше охватить аудиторию мусульман в Челябинской области. Мгм. Вот так. Спасибо тебе за Не за интересную что, беседу. спасибо. Вам Мгм. тоже большое спасибо. Очень интересная беседа. Мгм. До свидания. До Спасибо. свидания. Всем спасибо, до свидания.